Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что он хотел бы вам сказать и что он никогда вам не скажет. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам очень нравится, интересен. Вспомните этого человека, его глаза, его голос, его улыбку. Мысленно, либо вслух, назвав его по имени, задайте такой вопрос. Что он желает мне сказать и чего он никогда мне не скажет. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вашего мужчину. Так. Ну, во-первых, мужчина никогда вам не расскажет о том, насколько сильна и глубока его любовь. Никогда. Почему? Этот человек не умеет говорить о любви. У него кости в языке. У него какое-то либо воспитание, либо какие-то его внутренние установки. Он считает, что это все сопли да вода, да, и что об этом говорить не стоит. Любовь нужно показывать, да, проявлять своими поступками, доказывать свою любовь. Да, этот человек может подарить вам, например, дорогой подарок, купить там, не знаю, там бриллианты какие-нибудь дорогие, может быть, машину даже дорогую купить, там, что угодно может сделать, да, он может залезть там в страшные кредиты, он может, там, не знаю, часть себя продать, да, лишь бы для вас что-то сделать. Вот он думает, что так, любовь нужно проявлять и показывать именно подарками. Если я, например, не могу своей женщине ничего подарить, значит, я и не должен вообще к ней проявляться, и, скорее всего, ну, как я ее недостоин. То есть у него какой-то такой пунктик идет именно по этому делу. Хотя я вижу, что вы очень ждете от этого человека именно проявления любви, слов, нежности, мимимишности. Вам этого очень не хватает. А он, ну, либо вообще холодненький такой, да, либо он вообще от вас убежал и спрятался. У многих может быть ситуация, что мужчина где-то пропал. Пропал, прячется, скрывается, не показывается, ушел в себя. У этого человека сейчас много проблем финансового толка, жизни у него что-то вот прям рушится, перекраивается, перестраивается. Если человек не свободный, то там просто катастрофа. В личной жизни у него катастрофа. Опять же таки, да, хвастаться нечем, говорить вам нечего, показывать вам нечего. Ему очень тяжело, очень тяжело. Кстати, у него может быть проблема какая-то, да, либо какой-то ближний человек, либо из семьи, либо из ближнего окружения кто-то мог заболеть. У кого-то могут быть проблемы со здоровьем, у кого-то может быть даже и потеря человека близкого. Причем какая-то потеря идет достаточно такая болезненная, да. Человек вот как-то либо неожиданно ушел, либо очень близкий человек ушел. То есть ему очень плохо на самом деле. Вам от него вообще не достается что-то. Вот любви вообще совсем мало. Такие крошки, да, вы как будто бы подбираете эти крошки. Но а он видите какой. Вот он считает, что нет, я не буду ничего говорить, я не буду там сопливым, слюнявым мальчиком, который там романтик устраивает, да, я вот лучше там куплю ей машину, да, подарю ей там какое-нибудь бриллиантовое колье, и пусть знает, что вот да, пусть подарок будет один, вот, кстати, да, логика мужчины, пусть подарок будет один, но очень серьезный, очень дорогой, вот. То есть у него такое доказательство любви. Не ждите от него какой-то нежности, не ждите от него какой-то романтики. Нет, это не для него, это не про него. Да, он может. То есть если вы выпросите, он может. Но он это будет делать с такой помпой, с таким негодованием, с таким раздражением, что вы в следующий раз скажете: Господи, да не нужна мне твоя романтика. Пожалуйста, делай лицо попроще. Вот у него, не знаю, может быть, из прошлого тянется, может быть, воспитание, может быть, где-то что-то его там раздражало, да, проявление романтики другими людьми. То есть ему не понять, как это делать, ему вообще противно от этого. Но я так скажу, с возрастом придет желание
вот именно меняться. Вот он будет меняться. У него как переломный период, да, вот пубертатный период, да, есть у детей, когда подростками дети становятся. А вот у него тоже что-то похожее будет. У него будет период, когда он будет меняться, когда он может там, не знаю, там пойти на клумбе нарвать цветов, да, украсть, там, сирени наломать вам принести. То есть захочется, вот что-то с ним произойдет. Может быть, какую-то книгу прочитает, может быть, какой-то вот, не знаю, что-то художественное, да, вот может быть даже фильм, сериал, что-то на него повлияет, но это придет с возрастом. То есть этот мужчина, он с возрастом начнет более туда уходить в романтику. Мало того, он еще начнет там писать стихи, сочинять для вас музыку, но это будет гораздо позже. На сегодняшний день он очень зажат. И вот он мечтает вам сказать, что да, я тебя люблю, я дышу тобой, ты моя жизнь, ты мое дыхание, ты мой кислород, ты кровь, которая течет у меня по жилам. Без тебя я никто, без тебя я не выживу, я умру. Но сказать этого не может, потому что вот эта закостенелость у него в языке и в мозгах, извините, она не позволяет. Если вы с этим человеком останетесь и проживете еще лет 7-10, да, он поменяется, он станет совершенно другим, он станет нежным, романтичным. Но здесь именно идет и ваше воспитание, да, ваши постоянные просьбы, и что-то вот прям очень сильно, какое-то художественное произведение на него очень сильно повлияет, что ему прям захочется, он будет прям навязчивым и настойчивым в своей нежности и в своих каких-то проявлениях. На сегодняшний день он не может сказать о своих чувствах, он не скажет, он будет, грубо говоря, вас покупать, да. Если купить нечем, то он будет где-нибудь отсиживаться и думать, что, а с чем я приду, да, с пустыми руками не приду, с пустыми карманами не приду. Для него очень важно, чтобы вы им восхищались. А когда вы не делаете там удивленные глаза, не хлопаете в ладоши и не прыгаете ему на шею, то он считает, что он не постарался, что он не молодец, что вы в нем разочарованы. Сам себя потом ругает, сам ищет, работа над ошибками, да, проходит. То есть человек очень скрупулезный. Я не знаю, может быть, он у вас работает в бизнесе, либо он там в каких-нибудь правовых каких-то структурах. То есть очень холодный какой-то у него рассудок, и он какой-то холодный идет. Вот вы его видели настоящим, может быть, несколько раз в его жизни, когда он, извините, там крепко выпил, да, то есть у него там глаза блестели, и он мог там вам какие-то там сказать словечки. И это было, просто так на пальцах можно пересчитать одной руки, да, когда это было. То есть у кого-то даже была мысль, что его нужно поить, чтобы он был романтичным и говорил мне там всякие приятности. Ну да, понятно, это не выход. Этот человек никогда вам не скажет о том, что он вас сравнивает со своей мамой. Вот у него очень какая-то сильная связь с мамой. Либо он мамочкин сынок, но не в таком классическом смысле, да, а он просто вот прям привязан к маме, постоянно там с мамой советуется, общается. У меня есть знакомый, который мужчина, там, ему, извините, под 50 лет, но он по каждому вопросу всегда советуется с мамой, что крайне раздражает его супругу. Вот, это тоже может быть такой человек. Или человек, который рано потерял маму, да, и для которого мама это вот, ангел, да, осталась просто как ангел в памяти. Вот он вас сравнивает со своей мамой. Он не сравнивает, чтобы сказать, что моя там девушка хуже, чем мама, либо моя жена хуже. А наоборот, он пытается вот знаки равно ставить. Ему очень важно, чтобы вы были как его мама. Он вам не скажет этого, потому что, во-первых, это неправильно. Во-вторых, возможно, вы что-то ему говорили на эту тему, что вам не нравится, когда он вас сравнивает с мамой, либо вы не признаете таких сравнений, и вы считаете, что там все мамолюбы мужчины, они совсем недалекие. Ему очень нравится, кстати, когда вы в чем-то повторяете его маму. Вот он прям, даже у него такой довольный взгляд и улыбка, может быть, вот вы замечали. Я советую вам почаще все-таки поступать как его мама, он же рассказывает вам истории своей жизни. Постарайтесь просто имитировать его маму, если хотите с ним более близких отношений. Ему будет очень приятно. То есть, если хотите его порадовать, если вдруг где-то что-то с вами там произошло, какая-то черная кошечка пробежала между вами, и вы хотите, например, восстановиться в отношениях, имитируйте поведение его мамы, либо внешний вид, либо какие-то поступки, слова. И я вас уверяю, он будет таять от этого. Что он еще хочет вам сказать? Хотел бы он, конечно, сказать, что вам нет равных.
вам нет равных ни в постели, если у вас была постель, не вообще в жизни. Почему не говорит? Да потому что он вас захваливать не хочет. И еще есть момент, что он боится того, что вы скажете: ага, значит, ты меня там сравниваешь с другими женщинами, начнете там к нему прицепляться по поводу других женщин. Сколько у тебя было, кто, где, да когда. Здесь еще момент того, что у него есть кто-то, как старший друг, что ли, либо просто друг, который ему дают какие-то идиотские советы. Извините, но вот я прям вижу, это советы глупые. А этот человек, то ли он более опытный, то ли, ну, может он быть и возрастом младше, но у него, например, там по отношениям было гораздо больше. И вот он типа вот кичится, да, говорит: о, да у меня с своими женами, либо с моими там подружками, да, было так и так. Вот я типа эксперт, я могу давать тебе советы. Ваш мужчина, он, конечно, может быть и брутал, может быть, он выглядит серьезным, может быть, у него даже не один брак за плечами, но он какой-то идет как немного неопытный в отношениях. Поэтому он прислушивается именно вот к советам вот этих вот товарищей, друзей. Поэтому относитесь с пониманием, если ваш мужчина ведет себя странно и неадекватно. Вы не узнаете об этом друге, вы можете догадаться, он никогда не признается, что он берет чей-то опыт. Для него очень важно блистать перед вами, да, а не быть там, мальчишкой незрелым. Поэтому, мои дорогие, если действительно какая-то вот неадекватная история, постарайтесь вот прям прямую говорить с этим человеком напрямую. Мне это не нравится, либо я хочу именно так. То есть не бойтесь показаться взбалмошной, либо капризной, либо даже меркантильной. Говорите все как есть. Этот человек, он не понимает намеков, он не понимает полутонов. То есть если вы хотите от него какой-то конкретный подарок, то вы должны его не то чтобы сказать об этом, даже, не знаю, там фотографию, ссылку сбросить, да, где можно это купить. И четко так прям сказать: хочу именно это, такого цвета, такого вот размера. Потому что этот человек намеков недопонимает. Когда вы начинаете ему намекать, он думает о чем угодно, только не о той вещи, которую вы хотите. И он вам об этом никогда не скажет, потому что посчитает, что это глупость, и что вы можете в нем разочароваться, посчитать, что он недалекий человек. Поэтому он будет очень благодарен, если все будете говорить как есть, прям от точки до точки, прям в лицо. Все, абсолютно все проговаривать. Иногда он вас... Смотрите, когда он иногда там в телефоне сидит, либо что-то читает, либо что-то смотрит, и вы говорите, он вас не слышит. Он никогда в этом не признается. Он может сослаться на что угодно, что там не успел, не сделал, не захотел там, и прочее, прочее, но никогда не признается в том, что он вас не слышал. Поэтому, если вы хотите, чтобы он действительно вас услышал, тогда подходите к нему, смотрите прямо в глаза, и чтобы никакие другие раздражители между вами не стояли, такие типа там как телефон, компьютер, телевизор, и говорите ему прямо в лицо, только так. Потому что этот человек, он будет держать, как говорится, да, лицо при плохой игре. Очень ему страшно быть недостойным вас, да, и очень страшно показаться там, что он слабее, либо он где-то глупее. Поэтому понимайте, что человек сложный, человек непростой, но он будет меняться, должно пройти время. Вот он, не знаю, он сейчас в состоянии еще ребенка, подростка даже, я бы сказала. То есть вот этот пубертат у него должен пройти. Когда он пройдет, это будет просто небо и земля. И вам будет казаться, что вы, вот если вы останетесь и все это вот с ним переживете, вам будет казаться, что вы воспитали себе мужа, прям в прямом смысле слова. Вот. А он, может быть, так и есть, потому что видите, как вы у него ассоциируетесь с мамой, причем он не может, он не выбирает, кто из вас лучше, кто хуже, наоборот, он хотел бы, чтобы было прям именно равно. Мои милые, вот да, может быть, для вас будет это обидно, то, что вас ассоциируют и сравнивают с мамой, но поверьте, для этого человека это именно очень важный фактор для того, чтобы выстраивать с вами крепкие, стабильные отношения. Чем больше вы похожи на маму, тем больше бонусов вы зарабатываете в его глазах. Уж извините, что так говорю, но реально похоже на какую-то такую игру. Вот. Милые мои, на этом мое гадание цыпочка закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.